Первый сигнал начался с этой стены. Здесь появилась маленькая незаметная трещина. Про детский сад Хатынчан, которым заведует Анна Иванова, знают на всю страну. Повод печальный. Огромные трещины на потолках и стенах, обвалившиеся полы, здание – пример халатного отношения горе-строителей. 480 квадратных метров долгожданного детского учреждения превратились в головную боль. Купили вот такие маленькие унитазики, маленькие эти умывальники были. Февраль 2015 года. Торжественное открытие. Объект возвели по программе «Моя Якутия» в 21 веке. Для маленькой отдаленной деревни Кобяйского района событие стало историческим. Впрочем, с церемонией перерезания красной ленты поспешили. После 4 месяцев эксплуатации возникла угроза обрушения. Трещины, сказали, появились из-за земли. И из-за того, что оклад, ленточный оклад, как-то неправильно проложили. Сегодня островок детства скорее напоминает развалины. Последним сигналом об опасности стало обрушение потолка в ванной комнате младшей группы. К счастью, в это время детей здесь не оказалось. После этого случая воспитанники и коллектив дошкольного учреждения оказались у разбитого корыта. О проблеме сообщили в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Началась проверка. Судя по газетной публикации, общее финансирование Сигенкёльского строительного полуфабриката составило более 14 миллионов рублей. Средства были выделены из местного, муниципального и республиканского бюджетов. После прокурорской проверки сумма увеличилась до 29 миллионов. Такое письмо направили в якутский штаб Народного фронта. Наши активисты, несмотря на то, что есть какие-то риски вот с их рабочим местом, говорят о тех проблемах, которые надо устранить. С самого начала вот и в тех заданиях, и при проектировании, и при строительстве, и при принятии все равно должна быть ответственность. Из-за ошибок при возведении фундамента в октябре 2015-го, уже после наступления зимних холодов, новостройку в экстренном порядке закрыли. У нас были истерики, дети плакали. Они говорили, что не хотим мы в черный садик, а мы хотим свой новый садик. Старое здание бывшего сельпо. Здесь занимаются дети младшей группы от 1,5 до 4 лет. Ностальгия по светлому благоустроенному садику почти прошла. Сейчас забыться помогает подготовка к Новому году. Воспитанники этой группы про свой новый детский сад не забывают. Изображают здание в своих рисунках. Часто спрашивают у воспитателей. Около 20 детей ютятся в здании столовой постройки 60-х годов. Очень трудно работать сейчас, в данное время. Удобств нету здесь. Вопрос, когда дети и воспитатели смогут вернуться обратно, сейчас главный. Сколько наследник вложил, кто заказчик, кто ответственен за ситуацию. У действующей власти информация неполная. Стройку курировало предыдущее руководство. Нам пришлось вот уже хвосты убирать эти. Приезжала комиссия, посмотрела. Виновных вроде бы и не назначили. Конечно, какая-то вина со стороны администрации есть, потому что в комиссии же принимали же этот садик как уже хороший садик. Другой больной вопрос, связанный с детским садом – подрядчики. До готовности объекта под ключ сменилось 4 организации. На финишную прямую объект подвела компания Николая Теплоухова. По его словам, разглядеть косяки предыдущих коллег было невозможно. По протоколу знаю, что ИП Гоголева первый подрядчик. При работе там какие-то упущения были. И мы даже писали, мы испытательные или какие-то экспертизы мы не можем провести. По федеральному закону 44, который мы работаем, мы должны в свой срок закончить этот объект. Проблемы с подрядчиком возникли и при возведении арочного спортивного зала в поселке Белая гора Абыйского района. После поступления первых финансовых средств строители пропали. Нужно разобраться вот с этим всем, чтобы у нас в центре, в поселке Белая гора в Абыйском улусе, нету зала ни для молодежи, ни для будущего поколения. У нас дети растут, есть спортсмены хорошие, но негде, условий нету у детей. Из предварительной проверки прокуратуры следует: причина обрушения здания – отсутствие конструкций, которые держат арку. Отмечу, социальный объект также строили по программе «Моя Якутия» в 21 веке. 2 триллиона рублей. Такой ущерб нанесен государственной казне из-за строительных полуфабрикатов за 2015 год. Эта счетная палата приводит только объекты, профинансированные из федерального бюджета. Нужны какие-то типовые проекты, да, когда есть
успешные проекты, которые работают по республике. Да? Зачем изобретать каждый раз новый велосипед? Извечный вопрос, кто виноват, кто будет отвечать, что дальше? Что дальше, я даже не знаю, что делать. Когда вот открыли здание, все ратовали, все говорили, что каждую свою искорку, свою эту возложили, а как здание закрыли, так мы остались сами по себе. Сегодня строительный полуфабрикат в Сигенкёле входит в федеральный реестр недостроенных и недоремонтированных объектов. В нем числится 48 зданий по всей России. Другой якутский строительный полуфабрикат «Еврохатон» в Намском районе. 2 года на разработку проекта, 3 года строительных работ, смена 4 подрядчиков и, наконец, торжественное открытие. Итог – угроза обрушения. Сейчас здание заморожено. При благоприятных обстоятельствах детский сад в селе Сигенкёль снова распахнет свои двери в сентябре 2017 года. После всех восстановительных работ стоимость объекта увеличится в 2 раза. Айна Винокурова, Василий Соловьев, Вести, Кобяйский, Абыйский районы, Якутск.